ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 19:00. Универсальный спортивный комплекс. Суперлига чемпионата России по мини-футболу. Отложенные матчи 4-го тура. Ухта на домашнем паркете принимает гостей из Москвы. Императорский спортивный клуб «Дина». Их прошлое противостояние в декабре окончилось безоговорочной победой столичных профессионалов 6-0. Но буквально 3 месяца спустя северяне оказывают достойное сопротивление. Игра накануне выдалась нервной. Первый тайм в пользу ухтинцев 3-2, но в итоге успех праздновали москвичи. 7-4. Не понравилось отсутствие смелости, не понравилось то, что не играли в свою игру, не понравилось то, что плохо держали удар. Хотя по счету, еще раз говорю, вроде бы выдержали удар, не развалились, да. Сегодня в первом тайме оба клуба играют напористо, но ухтинцы торопятся и допускают много осечек. Как результат, на перерыв команды уходят при счете 4-1 в пользу гостей. Неизвестно, что в раздевалке сказал своим подопечным Юрий Руднев, но во втором отрезке игры парни ведут себя гораздо увереннее. На 10-й минуте Антон Рудых дальним ударом поразил девятку ворот. После болельщиков радует Александр Дунец, забивающий второй мяч за игру. По первому тайму все хорошо было, все контролировали игру, много моментов было. Во втором тайме, когда нам второй гол забили, наверное, началась какая-то нервозность у команды. И там уже начали какие-то ошибки создавать. На табло 4-3 в пользу гостей. Ухта берет тайм-аут. После меняет голкипера на 5-го полевого игрока. 2 минуты и тактика приносит дивиденды. Александр Севец виртуозно сыграл на добивание после своего же выстрела с острого угла левого фланга. Равный счет не устраивает императорский клуб. Теперь их черед выпускать вратаря Ганялу. Этим воспользовался Азат Викбулатов, который забил в пустые ворота, тем самым выводя Ухту вперед. 5-4. Побеждают подопечные Руднева. К сожалению, вылетел из-за травмы Искрдин еще в первом тайме. Скамейка у нас не очень длинная. Я попытался организовать игру в обороне. В общем-то, мы справлялись, но несколько, на мой взгляд, не самых обязательных таких голов можно было там доиграть в обороне, не дать сопернику, по крайней мере, выходить в центр поля и расстреливать вратаря. Любой опасный момент возле ворот хозяев или их оппонентов сопровождается гулом трибун. Сегодня среди болельщиков игроки детской команды по мини-футболу из поселка Шудаяк. Напомним, перед матчами мы традиционно разыграли несколько билетов. В ответ неравнодушная горожанка Екатерина Руденко обратилась с просьбой рассмотреть возможность приглашения на игру юных футболистов из пригорода. Инициативу мы переадресовали руководству МФК «Ухта». Директор Дмитрий Лукьяненко идею поддержал. В итоге вся команда наравне с воспитанниками детской юношеской спортивной школы болела за своих героев. После фотографировались и брали у них автографы. Мне больше понравился 11 номер Рудых. Игра была напряженная, очень было страшно за них, переживали, все кричали, и в последний момент они все-таки выиграли победу. Конечно, я болел за Ухту, игра была очень крутая. Я сначала расстроился, потому что счет был 4-1, но потом наши сделали камбэк, и мне бы хотелось отметить Антона Рудых. Вне зависимости от возраста, сегодня все ухтинские болельщики получили удовольствие от игры и дозу адреналина. Иначе объяснить ликующую толпу нельзя. Уже 17 апреля состоится последний в этом сезоне домашний матч. Подарит ли клуб новую сенсацию? Ждать осталось недолго.